в 1207 году, в эпоху правления царицы Тамары, царицы Картли Абхазии, своим правителем она сделала своего сына Георгия, у которого еще было абхазское имя Лаша, поэтому часто источники его называют именно царь Лаша. Абхазские фальсификаторы историографической науки распространили ложь о том, что Лаша, второе имя царевича Георгия, сына царицы Тамары, будто является абхазским, апсуйским именем. Грузинской общественности известно, что имя Лаша имеет собственно грузинское, картвельское происхождение и письменно подтверждено в надписи «Тбиси», датируемой VIII веком и обнаруженной в той части Картли, где никогда не проживало абхазское, апсуйское население. Абхазские историки публикуют отрывок из грузинского источника «История и восхваление венценосцев» и акцентируют внимание на то, что в грузинском источнике говорится о языке абсаров, который сегодня отождествляется с абхазским, апсуйским языком. Первые, собравшиеся на счастье и судьбу Лаши, что с языка абсаров переводится как «просветитель вселенной», направились в Бардави, великий и древний город. Академик Китиван Ламтатидзе считается самым авторитетным специалистом по абхазскому и абазинскому языкам. Китиван Ламтатидзе могла по речевым особенностям угадать, жителями какого абхазского или абазинского села являлись ее абхазские и абазинские собеседники. В 1930-х годах Китиван Ламтатидзе изучала мужские и женские имена, распространенные среди абхазов и абазин. Анализируя эти данные, в опубликованном материале она писала, что нигде не смогла подтвердить, обнаружить имя Лаша. Мужское имя Лаша подтверждается в грузинской действительности в то время и в том месте, когда и где абхазы, апсуйцы не могли его распространить. В абхазской среде имя Лаша не было популярным до второй половины XX века, а среди абазин, наиболее близких к абхазам по языковому родству, это имя до сих пор нигде не распространено. Мужское имя Лаша имеет грузинскую семантику и грузинское происхождение. На протяжении столетий имя Лаша было популярным среди картвелоязычного населения. Сегодня примерно 25 тысяч этнических грузин носят имя Лаша, но в абхазской среде ситуация существенно иная. До второй половины XX века имя Лаша не было распространено среди абхазов, однако в 1960-х годах вышеупомянутая цитата грузинского летописца стала известна для широкой абхазской общественности. Только после этого начали абхазы называть своих сыновей именем Лаша, чего ранее не наблюдалось. Изучая фамилии, произошедшие от мужского имени Лаша, следует отметить то обстоятельство, что в Картле письменно подтверждена фамилия Лашадзе, тогда как в абхазской среде нет фамилий, произошедших от мужского имени Лаша, например, Лаша Ипа или Лашаба. Подобные фамилии не встречаются нигде, ни в абхазской диаспоре, ни в самой Абхазии. В процессе непредвзятого изучения данного вопроса грузинские ученые особое значение придавали исследованию первоисточников. После публикации научных работ грузинских историков и филологов, изучавших различные списки грузинской летописи, история и восхваление венценосцев, всем стало ясно, что сведения о языке абсаров являются вставкой позднего периода. На всеобщее обозрение были представлены различные списки первоисточника. Все заинтересованные лица убедились, что в самых известных и достоверных списках, списке царицы Мариам и списке Мачебели, ничего не говорится о языке абсаров.
Грузинская общественность была шокирована, узнав, что по факту в обнародованных рукописях нигде не написано словосочетание «язык апсаров», опираясь на которое современные абхазские историки объявили имя Лаша абхазским именем, и, поверив этому, рядовые абхазы стали называть своих сыновей именем Лаша, тем именем, которое, по всем историко-этнографическим исследованиям, является нетрадиционным и ненаследственным мужским именем для абхазского, апсуйского народа. Достоверными научными исследованиями установлено, что словосочетание «язык апсаров» не содержалось в первоначальном тексте грузинской летописи «История и восхваление венценосцев» и не принадлежит ее автору. Выяснилось, что данное сведение является вставкой позднего периода и впервые появляется в XVIII веке. Сегодня в Абхазии практически невозможно найти абхаза, который мог бы сказать, что его абхазский дед, родившийся в первой половине XX века, носил имя Лаша. Несмотря на это, одна часть абхазской общественности до сих пор находится в плену фальсифицированной историографии и искренне верит, что Лаша – это абхазское, апсуйское имя. С чего бы или с кого бы, точнее, мы бы взяли бы пример? Это с абхазского царя Леона, с Килишбея, Нестора Лакоба, Владислава Арзенба. Вот эти люди являются государственниками. А все остальные это просто так. Знаете, они пришли и ушли. О них история особо даже не вспомнит, к большому сожалению. Потому что их политика была направлена больше, наверное, на некие свои личные интересы. Абхазский историк Денис Гопия называет политических и государственных деятелей, которыми гордятся сегодняшние абхазы. Современная абхазская историография, в первую очередь, прославляет царя Леона, деятеля VIII века, а после него Келишбея Шарвашидзе Чачба, владетельного князя Абхазии, который правил Абхазским княжеством на рубеже XVIII-XIX веков. Между эпохами этих двух государственных деятелей целый тысячелетний промежуток времени, в течение которого Абхазией правили десятки грузинских, картвельских царей и реставов, но сепаратистская историография не прославляет их имена. В Средневековье по всему Кавказу, на Ближнем Востоке и в северных странах гремело имя царя Давида Строителя, который в 16 лет уже носил титул царя абхазов. На серебряной монете, отчеканенной Давидом Строителем, написано, что он царь абхазов, однако сегодняшние абхазы не гордятся этим, так как знают, что в XI веке титул царя абхазов не был эквивалентом титула царя апсуйцев, то есть тогдашний этноним абхаз не соответствовал нынешнему значению абхаза апсуа в узком понимании этого слова. Сегодняшняя сепаратистская историография должным образом не прославляет царя абхазов Давида Строителя. Изучение современной абхазской историографической литературы показало, что в книгах, изданных в оккупированной Абхазии, практически нигде невозможно найти известное изображение молодого царя абхазов Давида Строителя, который сохранился до наших дней в Египте, на горе Синай. Такое отношение может быть обусловлено тем, что абхазы, апсуйцы 21 века, не считают Давида Строителя своим царем. В глубине души они не чувствуют связи с тогдашней картвелоязычной Абхазией и, соответственно, не ассоциируют себя с ее грузиноязычным царем. Представитель абхазской сепаратистской историографии не счел целесообразным
из тысячелетнего периода истории Абхазии выделять даже эпоху царицы Тамары, эпоху самой влиятельной правительницы в истории Кавказа. С одной стороны, сепаратисты заявляют, что они являются наследниками грузинского, картвельского государства Абхазетии, но с другой стороны, они не гордятся царем Давидом Строителем и царицей Тамарой, самыми могущественными правителями этого государства. Что могло стать причиной такого двойного подхода? Как правило, народ, считающий себя наследником того или иного государства, чтит и увековечивает память своих знаменитых правителей, воздвигает памятники своим царям и называет в их честь улицы и различные государственные учреждения. В этом плане поведение абхазских сепаратистов нуждается в объяснении. Сепаратисты заявляют, что Абхазское царство просуществовало до конца XV века, но они не гордятся самыми известными правителями этого царства, царем Давидом Строителем и царицей Тамарой. Этнопсихологи изучили все основополагающие тезисы абхазской сепаратистской историографии, а также пропагандистский нарратив известных лидеров абхазского национализма. Выяснилось, что сепаратисты используют многовековую историю Абхазии для создания исторического обоснования ее отделения от Грузии, однако в глубине души не отождествляют себя с наследниками той богатой грузиноязычной культуры, которую оставила после себя Абхазия, средневековое грузинское государство. Этим следует объяснить тот факт, что сепаратисты не ставят памятники Давиду Строителю, который в 1089 году стал царем абхазов. В оккупированной Абхазии также невозможно обнаружить проспект царицы Тамары, так как самой идентификации сепаратистов не происходит как носителей величайшей культуры Випхисткаасани, грузиноязычной поэмы мирового уровня, созданной в эпоху царицы Тамары. Следует подчеркнуть то обстоятельство, что в средневековой Абхазии культура Випхисткаасани была широко распространена, однако современные абхазские сепаратисты не видят своей связи с этой грузиноязычной культурой и не считают себя ее наследниками. Современные абхазы, по подобию северокавказцев, самоидентифицируют себя как народ, для которого основным героическим эпосом является нардский эпос. Абхазский историк Денис Гопия в списке абхазских государственных деятелей, которыми гордятся сегодняшние абхазы, первым называет абхазского царя Леона. С какого времени стали абхазы объявлять царя Леона своим героем и что предшествовало этому событию? В изучении истории и мировоззрения абхазского народа особое значение придается абхазской устной словесности. Абхазский фольклор исследовали абхазские, русские, грузинские и другие ученые. Изучение вопроса привело к выводу, что в абхазском фольклоре нет преданий, нет повествовательных сведений о царе Леоне. Абхазы узнали о существовании царя Леона из грузинских и других источников. С 1960-х годов для широкой абхазской общественности уже стало известно о деятельности царя Леона. Абхазские сепаратисты решили использовать его имя и сегодня в Абхазии учрежден орден Леона. Все это создало абсурдную ситуацию, которая заключается в том, что сепаратисты награждают за убийство грузин орденом Леона, орденом имени того царя, который строил единое грузинское, картвельское государство. Абхазская сепаратистская историография пошла еще дальше и объявила царя Леона этническим абхазом. В источниках нигде не написано о национальной принадлежности царя Леона, но сепаратисты заявили о его абхазском, апсуйском происхождении.
В монографии «Абхазы и Абхазия» авторитетный грузинский историк Мариам Лорд-Кипанидзе затронула вопрос об этнической принадлежности царя абхазов Леона и его потомков. Научные выводы Лорд-Кипанидзе были сделаны на высоком академическом уровне и по сей день не теряют своей значимости. Этническая принадлежность царей абхазов неизвестна. По этому вопросу в письменных источниках нет никаких указаний. Некоторые исследователи считают их собственно абхазами, некоторые – греками, так как они были вассалами Византийской империи, некоторые – грузинами. Все три мнения остаются в сфере предположений с одинаковым правом на существование. Но существенное не это, существенное то, что царство абхазов по языку, письменности, культуре, религии, политике было грузинским государством, а его цари по этим же признакам были грузины. Наверное, сказать и то, что некоторые армянские историки X-XI веков, например Аванес Драсханакерцы, это государство именуют Эгриси, его царя царем Эгриси, а жителей игрисцами. Если бы царство абхазов не было грузинским государством, его столицей был бы не Кутаиси, центр древней грузинской государственности и культуры, а Анакопия – центр абхазского ириставства. С чего бы или с кого бы, точнее, мы бы взяли бы пример? Это с абхазского царя Леона, с Килишбея, Нестора Лакоба, Владислава Арзенба. Вот эти люди являются государственниками, а все остальные это просто так, знаете, они пришли и ушли. О них история особо даже не вспомнит, к большому сожалению. Потому что их политика была направлена больше, наверное, на некие свои личные интересы. Абхазский историк Денис Гопия в списке государственников вторым называет Келишбе Шарвашидзе Чачба, владетельного князя Абхазии. Келишбей правил Абхазским княжеством на рубеже XVIII-XIX веков, а до этого, в течение тысячелетнего периода, сепаратисты не называют имена своих славных правителей, так как с грузинами, картвелами, они не хотят ассоциировать себя. В такой ситуации сепаратисты выдвинули на передний план царя Леона, деятеля VIII века, и объявили его своим героем, однако, в 1960-х годах абсолютное большинство абхазов еще не знало о существовании царя Леона. Было установлено, что в абхазском фольклоре нет преданий о его личности, и ни в одном абхазском героическом сказании не содержится сведений о царе Леоне.